Одним из первых к Махмуду Али Калиматову обратился Беслан Бузуртанов от лица всего поселка Восточный в городе Сунже с просьбой улучшить водоснабжение. В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на 2021 год запланировано строительство водопроводной сети в данной местности. По данным регионального Минстроя, проект водопровода протяженностью 6 километров разработан. Выделены средства в размере 16 миллионов рублей. Аукцион на его реализацию объявлен со сроком исполнения до сентября текущего года. Помимо этого, в поселке слабое электроснабжение, которое работает с постоянными перебоями. По словам представителя Россети Северно-Кавказ Ингушэнерго Рамазана Таршхоева и в РИО мэра Сунжа Аслана Умарова трансформатор вышел из строя. На данный момент находится в ремонте и в понедельник, 1 марта, будет установлен. На 2021 год запланировано. Вы мне скажите, есть ли проект, есть ли деньги? Да, пожалуйста. Проект разработан. Так. Объявлен аукцион. Так. Подписание контракта 22 марта. В сентябре уже будет выполнить все работы и подать воду на вода в октябре. Выполнены работы в сентябре уже полностью будут. И у нас вода будет в сентябре, да? Вы-то в магазин зайдете, и я зайду, баллоны купим, ящиками себе воды привезем домой. А они не могут. Я вот о чем говорю. Значит, давайте вот протокольно пишите поручение. И вот мне не сентябрь, а 20 августа, значит, письменно доложить о выполненных работах. Августа. Тогда августа будет да. Хаджал, значит, мэру, давайте не знаю, с МЧС, с кем там договариваетесь. Значит, я не знаю, если нужен подвоз воды. Пока давайте телефон жителям при необходимости, чтобы они могли единый телефон позвонить и конкретно, значит, помощь какая-то нужна, если будет. Школа, садики. Школа, садик. У нас запланировал там школа, садик. Вот давайте-ка вырабатывайте ситуацию, значит, если нет программы, значит, готовьте письмо за моей подписью. Минпросвещение. Давайте вот готовьте. Поселок известен. Ну, мы посмотрим, реально посмотрим. Я вот все, мне сроки, данные полностью. Контрольное управление, алгоритм решения данных вопросов с конкретными датами. Житель сельского поселения Сагапши Руслан Марзиев попросил проложить дорожное полотно протяженностью в 1400 метров по улице 70 лет депортации. Работы по устройству дороги песчано-гравийной смесью будут включены в план мероприятий Дорожного фонда Малгобекского муниципального района на 2021 год. Эта дорога куда-нибудь заложена у тебя в районе? В этом году. Когда? Пиши. До конца сентября мы ее закроем. До конца сентября. Однозначно. Вы ее заасфальтируете? Нет, гравийно-песчаной смесью. Проведем ремонт гравийно-песчаной смесью. Грунтовая дорога. В середине сентября, давай тоже 25 августа, докладывайте, что дорога, она сделана. Лично. Я слово сдержу. Записывайте. 25-го я в гости еду в Сохович. Где? Давай, Бархал, вас писать. Хорошо? Следующий раз. Айшат Муталиева из сельского поселения Икажево обратилась к главе региона с вопросом получения коляски для дочери с ограниченными возможностями здоровья. Маленькая Малика состоит на учете в республиканском отделении Фонда социального страхования Российской Федерации. Кресло-коляска с учетом всех особенностей и нужд ребенка по поручению Махмуда Али Калиматова будет предоставлено до 20 марта. Коляска специализированный есть. Да, она должна быть. Фудуахцина. Кто знает? Ага. Ранее, согласно программе реабилитации, в 2017 году, в декабре, девочка-инвалид Малика Хважева была обеспечена уже креслом-коляской. Так. Срок эксплуатации составляет 4 года. Очередной срок. Это норматив, мы ее слышим. С коляской нормально, я отвернулся. Она не подошла, мы отдали. Не подошла. Не подошла. А почему не подошла? Для сидячего детей она была, эта коляска.
А эта коляска какая там? Она сама не сидит самостоятельно, голову не держит. А вы лично занимались или вы знаете эту тему? Вы знаете, какую надо коляску ей? Кресло-коляску определяют вид медико-социальной экспертизы. Азбавик богини. А почему он сидит? Слушай, ты мне, юристу, объясняешь, я понял, что ты не освидетельствуешь. Тебе сказали, какой вид транспорта, и они заключение дают там, понятно, что какая у нее болезнь, правильно? Я понял. Но ты же, мы же люди, нахмадиевей, балбалуш, макамичинес, о, свидиёгнес. Значит, давайте вот что, с выездом домой, пожалуйста. Значит, если у вас денег нет, там, у них нет, я с резервного фонда дам, коляска, сколько вы делаете их? Мы порядка 120 колясок. Вы заказываете где-то? Мы объявляем тендер на поставку. На поставку? Да. А поставку, ты такую же стандартную привезешь, а ценпейд нет. До 20 марта терпите это. До 20 конкретно заключение сделаете. И что нужно мне, министр, записывать. Вот это вот, что нужно будет, если у них нет там страховой там, выплаты, что-то такое, скажете мне, я с резервного фонда выделю эти деньги, дал маршал Лолтруницына, вот, С аналогичным обращением, но уже по лекарственному обеспечению для своего ребенка на прием пришла Пятимат Евлоева. По информации Министерства здравоохранения региона, лекарство имеется в наличии, но для его назначения требуется решение медицинской комиссии. Махмуд Али Калиматов дал поручение о незамедлительном ее проведении. В этом вопросе ведомство окажет необходимое содействие. Ну, у нас небольшая проблема. У меня девочка 16 года рождения, сама скорлупа. И вот мы уже 3 года принимаем кепру, и у нас постоянно с ней перелеты. Нам не выдают ее. Ни раз не выдавали? Нет, почему? Выдавали 2 раза. А потом как? Вот 2 бутылки дали 1 раз, потом еще. А когда не выдавали, что вы делали? Сама покупаю. Потому что ребенок просто не может без него. А где покупаете? Просто аптеку беру. А это сколько она стоит? Везде по-разному. У нас в Карабалаке она стоила 3700. 3700 рублей. Это хватает на сколько? На месяц 7 дней. Ну, там, говорят, комиссию надо проходить, чтобы его вам выдавали бесплатно. Не знаю, до сих пор этого не было. Мне как-то давали без комиссии. 2 бутылки дали. Я ездила. Но она же обязательно комиссию надо. Вопрос выдачи кепры в чем? Что кепру мы можем... То есть мы, по идее, должны аналоги выдавать наших отечественных производителей. Да. Когда, допустим, на них может быть реакция. Все может быть в жизни. И мы в этом случае по заключению комиссии составляем акт, и в этом случае даем только кепру. То есть вот у конкретной больной нет заключения медицинского лечебной комиссии. А, теперь я понял. Комиссию не получение сам, да, вопрос стоит, а чтобы определить, можно ли ту или эту. Ну, вот у меня тяжелый ребенок, и невропатолог категорически отказалась вести замену этого препарата. Она даже написала в письменном виде. Все мы сделаем, ты не волнуйся. Нейропатолог – это лечащий врач, правильно? А там комиссия. Если комиссия, это 2-3 человека. А халмуждес, хаити, министр Яряхан Магомедовна, определить комиссии, да, лакала, лугяц мачохс. Тебе просто говорят, давайте, вот у них указание есть, приказ выполните мечуалс, возьмите комиссию, и тогда кепра или вот это, по показаниям. Я так понимаю. Мегди, запишите, конкретное время скажите, когда подойти. 12 часов. Вот, 12 часов, да, я здесь, министру, вот, чтобы пропуск у нее был, дал мож лол хаеге, дал сабр лол. В перечень обращений к главе республики также вошли вопросы оказания помощи, улучшения жилищных условий, строительстве социальных объектов, школ, спортивных объектов в различных селах и городах региона, ремонте ветхих коммунальных сетей, реализации социальных проектов и многое другое. Обращение каждого заявителя Махмуд Али Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами глава Ингушетии дал соответствующие поручения подчиненным, определил конкретные сроки исполнения принятых решений. В завершении встречи руководитель региона поздравил всех с Днем Конституции Ингушетии. У нас сегодня день Конституции Республики Ингушетия. Это закон, который регулирует
жизнь республики, жизнь жителей. Это основной закон. Конституция Республики Ингушетия. Естественно, Конституция согласуется с Конституцией России. Во-первых, я хочу поздравить вас в вашем лице, всех жителей республики, с Днем Конституции Республики Ингушетия. Самое основное для нас, для наших жителей, для нас в целом, что у нас есть свой герб, у нас есть своя Конституция, у нас есть свой гимн, у нас есть государственность. Вот это вот в жизни все, что мы делаем, всю работу свою, любой поступок, мы должны соизмерять, чтобы никогда в жизни, никогда не нарушать Конституцию, наши законы. И тогда у нас процветание будет. Чем дальше в республике, она будет процветать. Поэтому я искренне поздравляю. Да, вы мяш могу ждолуш. Вы тагана мухам в дуациш. Вот. Дикин мага вашкет дуациш. Сам отдавай. Да, я то бахловш. Лена Цычуева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.